Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Чего ждать от полнолуния? Как отыграется на вашей жизни и какие последствия летят в вашу жизнь? Сегодня невероятно мощное полнолуние. Полнолуние, которое закрывает коридор затмений. Считайте, что это выход на новый этап, на новую ступенечку. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите свое имя, так и спросите, как полнолуние повлияет на меня, как повлияет на мою жизнь. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, полезную и нужную информацию. Так. Сильные картинки пошли, и вот такие связки необычные. Действительно заканчивается период каких-то нервных состояний, нервных потрясений, депрессии, истерик, самобичевания, вот хаос, хаос в вашей жизни, он подходит к логическому завершению. То есть вы отказываетесь от жизни под громом и градом и переходите в жизнь под солнцем. Что принесет вам это полнолуние? Возможности, которых раньше у вас не было. Вы о них мечтали, вы о них просили, вы на них загадывали. Но не получалось. Вот что-то шло не так, не давалось. А тут смотрите, как вам открывают. Вам открывают огромное поле. Вот открываете вы дверку, ступаете за порог, и перед вами огромное поле. Вот и все поле усеяно какими-то возможностями, шансами, предложениями. Вот куда пойдешь, туда пойдешь. Никто не блочит, никто не ограничивает. Пожалуйста, все к твоим услугам. Выбирай то, что тебе нужно. Мои хорошие, здесь просто превосходная картинка. Вот даже вот любой фрагмент возьми, и тут хорошо, и тут, и здесь замечательно. Тут просто мечта сбывается. Но я хочу вас всех предупредить. Для того, чтобы осуществить задуманное, для того, чтобы получить желаемое и воспользоваться этим шансом и этой возможностью, вам нужно поработать с левой стороной. Я сейчас подробно расскажу, что я вижу в левой стороне. Я хочу, чтобы вы понимали. Левая сторона – это то, что вероятно, возможно, произойдет. И то, что очень пагубно может сказаться на вашей жизни, на вашем личном конкретном развитии, и то, что может заблокировать. В ваших силах побороться с этим. В ваших силах от этого отказаться. В ваших силах одержать победу. Здесь нет прессинга от высших сил. Наоборот, карт-бланш. Иди куда хочешь, бери что хочешь. Все твое. Вот до чего руки дотянутся, руки, ноги, неважно. Вот все твое, все получишь. Но будь аккуратней и знай, что все зависит от тебя. Как ты отнесешься к той или иной ситуации. У вас здесь идут блоки. И блоки эти идут от людей. То есть вокруг вас есть, возможно, родственники, друзья, соседи, начальники, чиновники, вышепоставленные какие-то, высокопоставленные люди. Те, кто будут пытаться вас ограничить, заблокировать и загнать вас, в угол, в клетку, вот какое-то прям такое помещеннице, где не продохнуть, не выдохнуть. Это 100%. Смотрите, какая у нас левая сторона тут вышла.
Одни люди, одни сети, одни какие-то палки, капканы и ловушки. Я вам немножко сейчас подробнее расскажу, чтобы вы приблизительно понимали, да, с чем нужно бороться, что нужно победить для того, чтобы одержать вот все и сразу. То, что вам вот предлагают с правой стороны. Для начала. Здесь семья, семейные отношения вышли. У кого-то брак, у кого-то просто отношения, у кого-то отношения в семье, среди родственников. Что-то не клеится, что-то не ладится. Одни там дерутся, спорят, ругаются, другие там неделями не разговаривают, третьи друг другу козни строят. Обиды, недоговоренности, ложь, мошенничество и манипуляции. Это то, что происходит среди людей. По каким причинам это происходит, мы разбирать не будем, это не тема. Возможно, отдельно я сделаю тему. Но вы должны с этим бороться. Вы не должны идти на эти провокации. Вот, например, просто утрированный пример. Да, вы в семье, вот есть у вас муж. И, например, вы с ним бодаетесь. Неважно по какому поводу, да, постоянные у вас вот разговоры ваши заканчиваются претензиями, спорами, упреками, и всякими разными ругательствами. Допустим, он начинает вас провоцировать, а вы уже просто вся на взводе. Одно там, да, даже не слово, просто там первый слог этого слова, и вы уже, как львица, готовы дать ему отпор. Да, вы этот отпор даете, но какой ценой? Вы теряете при этом. Каждый вот этот агрессивный выпад, даже если он праведный, да, вот это состояние праведного гнева, он вас ослабевает. Не вашего партнера, кто все это затеял, а именно вас. Каждый вот эти вот не знаю, как это, споры, ругань, это все отражается именно на вас. Не на нем, не на ком-то, на вас в первую очередь. Вы настолько сильно теряете энергетику, вы настолько сильно вот раскачиваете свой внутренний баланс, там не то чтобы баланс, Господи, там вот зашкаливают вот значения верхние и нижние. Вот это с вами происходит. И понятно, что там поругалась, поспорила, руки трясутся, саму колотит. Боже, какие тут возможности, какие шансы. Ни желания, ни возможно, ничего нет. Просто вот не трогайте, мне нужно успокоиться. День прошел впустую, да, неделя прошла, месяц, год. И так у вас дальше продолжается. Я понимаю, что это очень сложно, но попробуйте. Попробуйте просто в такой критический момент, когда человек вас трогает, провоцирует, ведет себя по-свински, да, делает что-то такое непотребное. Попробуйте от этого уходить, абстрагироваться. У вас сейчас, понимаете, прекрасные шансы на то, чтобы себя реализовать, чтобы в жизни добиться, наконец-таки добиться того, о чем мечтали, чего хотели. Хотели вы денежку, пожалуйста. Хотели вы быть известным, популярным человеком, пожалуйста. Хотели вы там карьеру, хотели вы как-то о себе заявить. Все это возможно. Коридор затмений заканчивается и открывается, такое небольшое, скажем, да, окно, в которое можно успеть все и сразу. А вы вот на грани с этим нервным потрясением, в истеричном состоянии. Боже, вы этого не видите. Вы ослабли, вы просто искры, да, из себя там пружините, они от вас отлетают, из вас вылетают. Но какие тут возможности? Тут даже желаний уже нет. Мои хорошие, вот то же самое, да, вот я просто вижу, что вас трогают люди, задевают специально. Неважно, еще раз говорю, это в семье, это там на работе, соперники, соперницы, там, вредители, враги, неважно. Важно, что они, не осознавая того, что делают, они вам дорожку перекрывают. Да, кто-то, возможно, специально там старается, подножки вам на работе ставит. Но эта подножка на работе — это ничего по сравнению с тем, что вы эмоционально теряете, да, вот с теми возможностями на реализацию. Я призываю вас всех быть крайне спокойным человеком, абстрагироваться от того, что происходит, думать о себе, наметить себе цели и к ним идти. И поверьте, у вас все получится. За вами будет победа. Вы сможете перетащить, раскрутить, да, самостоятельно это колесо фортуны для себя. Понимаете?
Видите, вот вы, ну как прялка, по-моему, называется, да, где человек придет нить своей судьбы. И вот они паразиты, видите, вот худой человек, наглый человек, какой-то мелкий человек, мелкий жулик. Они все пытаются эту прялку у вас забрать, чтобы вы не смогли для себя сплести новое прекрасное будущее. Действуют они разными методами, но результат всегда один. Ваше внутреннее состояние вулкана, которое поражает не только этих людей, но и вас самих, не позволяя вам реализацию. Знаете, столкнетесь вы, вот прямо активация этих людей идет. Вот прям с сегодняшнего дня, да, прям специально будут, вот прям с самого утра будут вас подначивать, поджуживать, трогать, колоть, кусать. Будут это делать, потому что они чувствуют, что вот оно, ваше время пришло. И вот каждый паразит, кто будет вам мешать, вот знайте, эти люди, они вам вредят. Кто-то специально, кто-то даже несознательно. Поэтому, мои хорошие, старайтесь отходить, не спорить, не ругаться. Свои эмоции посадите под замок. Причем, знаете, на 5 замков, на 10 посадите. И все, чтобы, знаете, такие амбарные были, чтобы невозможно было это вскрыть. Если вам необходимы какие-нибудь, скажем так, доп. Средства для того, чтобы успокаиваться, принимайте. Кто-то чаем там, с мятой, с ромашкой себя успокаивает, кому-то нужны более, скажем так, весомые препараты, кто-то йогой, кто-то медитацией. Занимайтесь собой. Сон вот прям идеально подходит. Когда человек выспался, когда человек отдохнул, просто уже по-другому на мир смотрит. И не так-то просто его раздраконить и разозлить. Если вы в течение ближайших 5 дней сможете контролировать свои эмоции, не злиться, не раздражаться, не эмоционировать, не обижаться, не плакать, не страдать, знаете, все, считайте, что вы в жизни победили. Попробуйте. Я понимаю, что не у всех получится, но тем не менее вы должны попробовать. Нельзя упустить этот шанс. Ни в коем случае. Слышите меня правильно? Ни в коем случае. С своей стороны, вот это видео я зарядила для вас своей хорошей положительной энергетикой, чтобы вам помогало, чтобы было хорошо. Если чувствуете, что раздражаетесь, просто включите, даже слушать не надо. Просят где-то на фоне, да, вот что-то работает. Ну, хотите смотрите, хотите слушайте, неважно. Важно, чтобы шла энергетика, чтобы вы визуально видели, чтобы через глазки попадало. И вам это будет помощью. Если вам нужны более серьезные средства для того, чтобы успокоиться, ищите, практикуйте. Спорт, кстати, тоже очень хорошо помогает. Поверьте, 5 дней продержитесь, вот оно ваше счастье. Вы посмотрите, у вас сразу же вон птицы летят, какие добрые, с хорошими новостями, с хорошими возможностями. У вас здесь человечек, смотрите, как ручки к вам тянет, говорит, вот для тебя что хочешь. И звездочку, и луну, и солнышко. Вот прям все для тебя сделаю. Смотрите, у вас деньга идет, какая большая. Деньга, возможность. Чаша, вы видите, чаша. Чаша, это и про любовь, это и про здоровье, это и про позитив и настрой. Это про реализацию. Чаша – это дар. Дар. У вас она наполненная через край. Вы видите, тут льется через край. Это вы и ваше будущее. Вот если сможете преодолеть левую сторону. А здесь, смотрите, вы видите лошадка, какая у нас красивая? Лошадка. Это же добиться и получить. И на работе, и в бизнесе, и в делах. А вы поверх этой лошадки. Понимаете, вот насколько вы можете продвинуться, и насколько вы можете получить. Мои хорошие, перспективы просто сногсшибательные. Это... феерия, просто по-другому и не сказать, и не назвать это. Но, еще раз повторюсь, вы вправе, и вы обязаны будете за собой следить. Вы вправе получить свою новую жизнь. Но те, кто, сами понимаете, да, живут не по-честному, будут пытаться вас от этой возможности, либо от этого права заблокировать, либо забрать у вас это право. Будьте аккуратны, держитесь, 5 дней продержитесь. Вот считайте, что все. Победа
полная победа, и вы получаете то, что ваше, и то, что вам положено. Мои хорошие, берегите себя. Старайтесь, вот прям старайтесь. Хотите эти беруши, да? Беруши, уши заткнул, ничего не слышу. В рот воды набирайте, да, чтобы там не сорваться. Отвлекайте себя. Не позволяйте. Вот они будут прям лезть, эти люди. Вот они тоже активизируются. Потому что, ну как, когда дьявол, он же хитрый, он понимает, думает, ох ты, сейчас, значит, она тут возьмет все свои звездочки с неба, похватает, и все у нее классно будет. Нет, так мы не поступим. И вот они начинают там накручивать людей, они начинают к вам лезть, и каждому что-то надо, и каждый что-то хочет. Зацепить, укусить, подколоть. Да? Вот прям 5 дней вот это вот у вас будет происходить. Справитесь, молодец. Не справитесь, ну тогда уже будем ждать следующей возможности, которая, кстати, наступит в следующем году. И я надеюсь, что мои зрители, сильные духом, стойкие, выносливые, у вас все получится. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.